В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. Якутские паромы готовятся к началу осенней навигации. Со следующей недели пассажиров ждут изменения. Какие, расскажет наш корреспондент. В столице Южной Якутии работает отделение челюстно-лицевой хирургии о сложных операциях на месте. В Ленске состоялась встреча с волонтером СВО. Расскажем историю неравнодушной якутянки, которая переехала жить в Донбасс с миссией. В Якутске стартовал финал конкурса «Мультипарк». Участники создадут мультфильм по якутской литературе и мифологии. Расскажем подробнее. В Москве в Национальном центре «Россия» наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года» о победителях из Якутии. С сегодняшнего дня из-за ухудшения гидрологической обстановки на реке Лена начали курсировать судна на воздушной подушке «Лена-Водсервис» по направлению Нижний Бестях-Якутск. С Нижнего Бестяха воздушные подушки отправляются с зала ожидания, а с города Якутска из 204-го микрорайона станции Намыв. График работы с 7 до 20 часов. Сейчас курсирует 10 судов. По мере возрастания пассажиропотока их количество увеличит. Проезд на сегодня составляет 2500 рублей. Якутские паромы также готовятся к началу осенней навигации. Сейчас судно курсирует по летнему расписанию, но уже со следующей недели пассажиров ждут изменения, в том числе и по тарифам. Во сколько обойдется перевозка авто на тот берег, расскажет Саргалана Неустроева. Река медленно, но верно покрывается шугой, а это значит, что близится окончание летнего сезона навигации. За этим последует повышение тарифов. Так, например, минимальный тариф на перевозку легкового авто будет достигать 4000 рублей. В зависимости от марки и габаритов автомобиля стоимость проезда по маршруту Якутск-Нижний Бестях может достигнуть и 12 тысяч. Для большегрузов и того больше, до 65 тысяч рублей. А вот повышение тарифов никак не избежать. Таковы особенности осенней навигации в Якутии. Количество паромов сокращается, нагрузка на экипаж нет. Этот период как раз он и называется межсезонный сложный, потому что увеличивается и расходная часть, и привлечение дополнительной техники, это буксиры для сопровождения, это и договоры с судами на воздушной подушке в случае, если нештатная ситуация возникнет на реке, чтобы пассажиров мы могли оперативно забрать и вывести на берег. Сейчас по Лене курсирует 13 паромов. Так будет до конца недели, но уже со следующей ситуация может измениться. Конечно, небольшие льдины для таких судов не помеха. Но когда вода замерзнет сильнее, к работе привлекут 3 новеньких парома ледового класса. И в этом году у нас уже имеется 3 парома, имеющие ледовый класс. Поэтому до конца октября традиционно мы планируем работать. Дальше уже ноябрь месяц традиционно с ледокольным сопровождением баржа будет работать и уже по маршруту Жатай-Тихтюр. В целом, подводя итог навигации 2025, Ефимов отмечает, сезон прошел успешно, без эксцессов. Способствовало судоходство и полноводность реки. Этим летом уровень воды в Лене оказался больше, чем в прошлом году. Речники отмечают, главное, чтобы сезон был закрыт без происшествий. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. К другим темам. В Якутии теперь доступна еще одна точка неотложной помощи. В столице республики начал работу новый бесплатный травматологический пункт. Все подробности далее. Очередей практически нет, но поток пациентов уже стабильный. Кто-то поскользнулся, кто-то потянул руку. Каждый приходит сюда за бесплатной и быстрой помощью. Георгий Цепандин, опытный врач-травматолог. Вот уже более 40 лет он стоит на страже здоровья. Здесь работают в 2 смены с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Необходимая помощь сразу оказывается. Травмы амбулаторные, переломы рук, ног, лодыжка ломает, лучевую кость ломает. Мы тут и с мелкими ранами тоже обращается. Делаем тут такую, зашиваем раны, переломы, поправляем, репанируем кости и гипсуем.
Травмпункт в день обращаются до 30 человек, но готовы гораздо большей нагрузки – до 50 пациентов в сутки. В штате опытные травматологи, рентгенологи и медсестры. Все оборудование современное – рентген, УЗИ и другие методы диагностики. Клиника является частной, а травматологический пункт у нас входит в государственную систему здравоохранения. Травмпункт работает в рамках обязательного медицинского страхования. Что это значит? Это значит, что все граждане, которые обращаются за медицинской помощью по поводу травмы, для оказания неотложной помощи, эту помощь они получают бесплатно. Новый травмпункт расположен на проспекте Михаила Николаева. Пациентов сопровождают администраторы, помогают с навигацией и оформлением. Главное – не забыть взять с собой полис ОМС. Таяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри продолжается успешная реализация стратегии развития здравоохранения района. Так, в столице Южной Якутии уже год работает отделение челюстно-лицевой хирургии. Сейчас пациенты могут получить сложные высокотехнологичные медицинские услуги по профилям травматология, ортопедия и челюстно-лицевая хирургия на месте. Сложные переломы лицевого скелета и челюсти, хирургическая помощь в лицевых операциях, доброкачественное образование в челюстно-лицевой области, врожденные заболевания, патологии челюсти, постожоговые травмы и реконструкции. И это далеко не полный спектр услуг, которые оказывают в межрайонном отделении. Мы занимаемся лечением и реабилитацией больных с челюстно-лицевой патологией. Также у нас лечатся больные с патологией уха, горла и носа. То есть у нас такое смешанное отделение, где мы оказываем помощь и стоматологическим больным, и больным с профилем ЛОР заболеваний. В Якутии это третье отделение челюстно-лицевой хирургии, причем первое организованное в районном центре. В новом отремонтированном помещении 16 коек, из них 5 по челюстно-лицевой хирургии и 11 по ЛОР-направлению. Условия работы наши стали лучше, изменились. Переехав в это новое отремонтированное здание, мы все ощутили прям новые силы у всех сотрудников, новые эмоции. Конечно, в отремонтированном здании работать легче и новые виды деятельности. Отделение оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Это многофункциональная костная дрель, ультразвуковая пила, хирургический микроскоп, эндоскопическая стойка. Нерюнгринские специалисты уже выполняют сложные продолжительные операции и оказывают пациентам медицинскую помощь по всему спектру данного направления. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленске в Центральной библиотеке состоялась встреча с Натальей Доминицининой, волонтером СВО. Еще год назад она была сотрудницей библиотеки. Сегодня женщина живет в Донбассе. Занимается доставкой посылок бойцам, находящимся на передовой. Наталья рассказала о том, какие позиции гуманитарки доставляет бойцам, кто участвует в сборах и как проходят поездки. Впервые Наталья Доминицина соприкоснулась с событиями на Донбассе, когда помогала писателю Сергею Шестакову издать его книгу. Мужчина много раз ездил в качестве волонтера в Донецкую Народную Республику и трагедию принял как свою. Написал десятки стихотворений. Они запали в душу Натальи. И поселилась мысль отправиться в ДНР. Она подошла, сказала, написала заявление, все, я увольняюсь, и я еду на СВО. Когда вот со временем стали о них говорить, об их экипаже Маруси, как-то какая-то гордость за нашего сотрудника есть. В октябре 2023 года младший сын Натальи Анатольевны ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Женщина еще некоторое время думала, лила окопные свечи, была все время на связи с Донбассом. Но через полгода взяла отпуск и отправилась в Донецк. Там она включилась в волонтерское движение. Наталья Анатольевна познакомилась с доктором Марусей из города Волгограда, которая тоже 2 года назад, сев в свои старенькие «Жигули», приехала в Донецк. У меня сын тогда без вести пропал, как раз он без вести пропавший был, что-то там около 1,5 месяцев. И с Марусей мы начали ездить его искать. Потом сын у меня благополучно вышел целый. Ну, а я, приехав сюда, я поняла, что все, не могу я так, не могу спокойно жить. Поэтому уволилась, дом закрыла и уехала. Теперь экипаж Маруся, в его составе та самая Маруся и Наталья, доставляют посылки бойцам. Регулярно ездят на передовую. Куда скажут, туда едем. Иногда не скажут, мы сами добиваемся и едем. Я же говорю, находим всех, стараемся довести, донести.
как я говорю, от нашего добра не увернетесь. Перечень позиций гуманитарки велик. Это медикаменты, инструменты, вода, еда. Часто женщины привозят на передовую свежую выпечку. Бойцы очень рады домашней еде, рассказывает волонтер. Встреча с коллегами и общественностью проходила более часа. Наталья поделилась видео и фотографиями с зоны СВО. Рассказала о ситуациях, с которыми женщинам пришлось столкнуться, и о том, какой деятельностью, кроме доставки гуманитарной помощи, они занимаются еще. Но есть у нас в Донецке несколько семей, которых мы не оставили, мы их продолжаем вести. Это инвалиды, и есть у нас ребята, которые ополченцы, 3 ребят, 2 колясочники, 1 шейник. Вот мы им постоянно помогаем. Это моя жизнь, это моя позиция, это мое все, так скажем. Рассказ волонтера не оставил равнодушным никого. Многие не сдерживали слез. Желали Наталье удачи, чтобы Господь помогал экипажу Маруси делать и дальше свое доброе дело. Все, чтобы было у них хорошо, чтобы действительно не случилось никаких с ними там ситуаций, что сейчас вот происходит. Поэтому, чтобы они вовремя доставляли бойцам нашим гуманитарный груз, вели работу свою волонтерскую. Ребята Наталью и Марусю очень ценят, ждут всегда с нетерпением. Переживают за них, ведь каждый раз, доставляя посылки бойцам, они подвергают себя опасности. А волонтеры, в свою очередь, переживают за бойцов и заботятся о каждом. Свою деятельность, уточнила Наталья, они ни за что не свернут. Ведь вдали от дома солдаты особенно остро ощущают помощь и поддержку. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В профессию со школьной скамьи в Якутии прошел 4-й молодежный нефтегазовый слет для юных исследователей. Местом проведения традиционно стал лабораторный корпус Малой академии наук, построенный компанией «Ростнефть». Мероприятие организовало дочернее предприятие компании «Тассуряхнефтегазодобыча», которое в этом году отмечает 25-летний юбилей. Слет собрал сотни учеников различных политехнических школ республики, а также представителей нефтегазовой отрасли и образования района. Подробнее далее. Среди многочисленных участников слета были и школьники профильных Роснефть-классов. Ребята занимаются углубленным изучением технических предметов и готовятся связать свое будущее с нефтегазовой отраслью. Конечно, я хочу продолжить обучаться в Роснефть-классе, а также пойти в нефтегазовое дело. Я считаю, что нефтегазовое дело, оно заслуживает большего. То есть в будущем оно будет развиваться. И то есть это наш основной спектр развития страны. В рамках слета участники познакомились со сверстниками из других школ, создали свои команды, прошли квест-игры, а самое главное, решили фундаментальную задачу по разработке месторождения нефти. Тема слета в этом году – это геология. У них будут нефтяные разрезы, карты с различными линиями, топографическими обозначениями. Их задача будет сделать проект на основе этих карт, вырезать там кусочек, поставить буровую вышку свою, пробурить, определить место. Ну и, собственно, в конце слета они уже защищают свой проект всей компанией, командой. Всего в Якутии действуют 7 Роснефть-классов, расположенных в Мирном, Ленске и Якутске. Для их учащихся регулярно проводятся лекции, профориентационные встречи, конкурсы и научно-практические конференции. С нашей школы ребята 3 года подряд проходили отбор в Сириус, это в город Сочи, именно по программе обучения детей Роснефть-классов. То есть у них проходили там 21 день различные курсы, связанные с деятельностью компании. Они выигрывали эту путевку и ехали туда бесплатно полностью на обучение и, соответственно, конечно же, повышение интереса. Роснефть заинтересована в подготовке высокопрофессиональных кадров, привлечении талантливой и целеустремленной молодежи, готовой работать в команде и к совершенствованию профессиональных знаний и опыта. Ежегодно компания и ее дочерние общества организуют, а также принимают участие в различных профориентационных мероприятиях для молодежи. Власий Сергеев, Тимур Калмогоров, Аэлита Махно, село Чапаева, Хангаласский улус. В школах и садах стартовал традиционный месячник психологического здоровья. Основные цели – это диагностика и укрепление эмоционального состояния учащихся, формирование доброжелательной атмосферы в коллективах. В Алданской школе номер 2 запланирована масса мероприятий по работе со всеми участниками учебного процесса. Подробности у наших коллег. Спасибо! Для хорошего настроения!
Утро в Алданской школе номер 2 стало очень ярким и веселым. К ребятам пожаловали удивительные гости. Да не с пустыми руками, а с угощением. Вручая мальчишкам и девчонкам вкусные конфеты, гномы желали им удачи. Столь необычным началом учебного дня в школе был дан старт традиционному осеннему месячнику психологического здоровья. Сегодня мы угощали детей конфетами. Все радостные, счастливые, что им подарили конфеты. И они сегодня даже нас обнимали. Поэтому они сегодня счастливы, пойдут на уроки сидеть. В рамках месячника в школе пройдут различные акции, игры и конкурсы. О многих событиях дети и подростки пока даже не догадываются. Идеи и задумки педагогов станут для школьников настоящим сюрпризом. А к части запланированных мероприятий ребята уже начали готовиться. В конце четверти у нас планируется посвящение первоклассников и принятие их в Орлята. Посвящение в пятиклассники, тоже это как адаптационный период у ребят идет, то есть мы будем проводить вот такое мероприятие. Ребята уже сейчас к нему начали готовиться. Ближайшие недели для ребят станут не только интересными, но также познавательными и полезными. К развлечениям и забавам школьники всегда присоединяются с удовольствием, а старшеклассники активно включаются в организационно-подготовительный процесс. Очень охотно ребята поддерживают. И не только в них поучаствовать, но и быть организаторами этих акций. У нас вот возобновился волонтерский отряд. Диагностика психоэмоционального состояния и укрепление психологического здоровья детей и подростков, формирование доброжелательной атмосферы в коллективе, повышение мотивации к учебе и интереса к получению знаний, профилактика деструктивного поведения и пропаганда здорового образа жизни. На период месячника поставлено множество задач. Работа педагогическим коллективом ведется комплексно. Наша задача сейчас для детей дать возможность раскрыться, может быть, открыть свои какие-то проблемы или потребности. Все это нам нужно будет выявить за этот месяц. Разноплановой деятельностью в период месячника будут охвачены все участники учебного процесса. Педагогов ожидают тренинги и тематические круглые столы. Опросы, тестирование и практикумы подготовлены для родителей. Также продолжится работа с семьями. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В столице республики стартовал форум «Игровое пространство детства в цифровую эпоху». Педагоги, родители и IT-разработчики обсудят, как помочь подрастающему поколению найти баланс между реальным и виртуальным мирами. Сегодня в рамках форума работало 9 секций. Оно охватили различные темы. От развития креативности до формирования интереса к чтению. В детском саду «Подснежник» участники форума поговорили об инклюзивном образовании. Эксперты, воспитатели и медики поделились советами по работе с детьми с ОВЗ. Все больше детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. И их родители желают и абсолютно законное право на это имеют, чтобы дети посещали детские сады. Но как сделать так, чтобы и через игры, и в целом через пространство дошкольных учреждений помочь таким детям, но при этом, чтобы эта инклюзия была щадящей для всех участников образовательного процесса. Вот сегодня мы хотим на эту тему поговорить и обсудить с нашими экспертами. Создать мультфильм сможет каждый. В креативном кластере «Квартал труда» стартовал финал республиканского конкурса анимации «Мультипарк». Мероприятие проходит в рамках грядущего фестиваля якутской анимации «Токкуфест». Подробности в сюжете далее. Конкурс «Мультипарк» собрал множество мультипликаторов, художников-аниматоров, сценаристов, композиторов и продюсеров из разных районов республики. В первом этапе было рассмотрено более 70 анимационных работ. Из них 30 лучших вышли в финал «Мультипарка». Проект про спорт в традиционной анимационной стилистике с главным героем. Он у нас уже не в первый раз принимал на конкурсах участие. Это лошадь у нас главный герой и его как бы табун. За историю сторителлинг отвечала я вместе с ученицей, а анимацию делала чаще всего я, но потому были технические как бы проблемы, единственное, конечно. Но это нас не остановило, мы все равно как бы сделали, доделали. Конкурс проводится впервые, и в нем участвуют как взрослые, так и школьники. Они будут разбиты на команды, и каждой из них предстоит создать короткометражный мультфильм, связанный с якутской литературой и мифологией. Времени у них совсем мало,
как оказалось. То есть мы сначала думали, что вот эти 1,5 дня достаточно, но мы вот поговорили с известными продюсерами, режиссерами, анимационных роликов они говорят очень мало, так что перед нашими ребятами такой стоит большой вызов. То есть они за 1,5 дня должны такой подготовить, создать завершенный, соответствующий техническому заданию продукт. Помимо этого, для участников подготовили различные познавательные лекции и мастер-классы, которые будут вести не только местные специалисты, но и ведущие российские эксперты в области анимации. И развивать, на мой взгляд, нужно анимацию в плане, если сейчас было я про тундру, имею в виду, это не коммерческая больше, да, там анимация, а фестивальная анимация. Надо уже переходить на уровень коммерческой анимации, я думаю, полного метра, потому что существуют хорошие примеры анимационных мультфильмов международных с очень хорошим сборами, с хорошим прокатом, в основе которых лежит история каких-то коренных народов. Всего в грядущем 3-м фестивале Току-фест ожидается более 100 участников. Также было отмечено, что с каждым годом в республике растет число ребят, которые хотят заниматься анимацией. Мы видим, что якутская анимация в Якутии вообще растет. Да? За 4 года у нас в Якутии создано почти что 300 мультфильмов на якутском языке. И я считаю, что это не предел. И благодаря таким фестивалям, благодаря телеканалу Току, детская анимация будет еще лучше развиваться у нас в республике. И я очень надеюсь и верю, что, как и бум якутского кино, совсем скоро настанет бум якутской анимации. Току-фест стартует в эту пятницу и будет длиться в течение 3 дней. Всех гостей и участников будут ждать презентации новых проектов, профессиональные дискуссии о будущем индустрии и использовании искусственного интеллекта при создании мультипликаций. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Недавно опубликованное в соцсетях видео, снятое блогером из города Мирные Ольгой Ивановой, привлекло внимание жителей республики и не только. На видео видно, как взрослые птицы вместе с молодняком спокойно плывут по реке. С наступлением холодов птицы улетели, однако одинокий лебедь отстал от семьи и теперь вынужден оставаться на воде самостоятельно. Это обстоятельство вызвало озадаченность среди населения. Многие начали активно интересоваться судьбой одинокого пернатого друга. Подруга написала по WhatsApp, что здесь на Заречке, на Ирилях увидели лебедей, и мы сразу помчались. Близко как-то вот получилось прям подлететь на дроне. Но сейчас уже столько времени прошло, да, 2 недели, по-моему, с той съемки, а одна до сих пор осталась. Я вот не знаю причину, почему с той съемки уже столько времени прошло, и он до сих пор остается. На этих выходных вроде как тепло будет, но со следующей недели уже как-то нужно нам уже предпринимать какие-то меры, что ли, все равно мы переживаем. А вдруг что-то случилось, и он не может туда на юга улететь. В Москве в Национальном центре «Россия» наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года». 10-й, юбилейный. Он собрал участников из разных уголков страны и доказал: семья – основа России, а будущее – дети. О конкурсе и победителях из Якутии в материале Айсены Бурнашовой. Кировская область, Самарская область, Карачаево-Черкесская республика, Московская область, город Серпухов. Национальные наряды, улыбки на лицах, счастливые дети и родители. Сегодня под светом софитов на главной сцене 89 российских семей. Победители конкурса «Семья года». Семья победителей Бледных, Оренбургская область. Каждая семья прошла конкурсный отбор. Сначала региональный. Из 10 тысяч участников в финал вышли 460. Затем всероссийский, по итогам которого победителями стали 89 семей. Их чествуют в Москве. В числе лучших и Никаноровы из Якутии. Семье вручили диплом в номинации «Молодая семья». Никаноровы, Республика Саха, Якутия, Горный Улус, село Магарас. Конечно, очень важно и очень ответственно. В первую очередь мы, во-первых, представляем нашу республику на всю Россию, да?
Айталы и Саргылана вместе 16 лет. Спортсмены, активисты, продолжатели педагогической династии. Отец семьи, заведующий детским садом, его супруга – воспитатель. Никаноровы – гордость Якутии. Растят 8 детей, ожидают 9-го. Когда мы встретились, мы уже знали, что у нас будет много детей. Не 3, а больше 3. Ну, вот, как говорится, из большой любви рождается больше детей. У моего мужа тоже большая семья. У моей семьи тоже большая семья. Вот традиция как бы многодетная тоже продолжается. В этом году к 5 традиционным номинациям конкурса «Молодая», «Многодетная», «Сельская», «Золотая семья», «Семья-хранитель традиций» добавили новую «Семья защитника Отечества». Без потерь возвращался с выполнения поставленных задач. Представлен к государственной награде. Спасибо за ваш пример и постоянное стремление вести нашу великую Родину к победе. От малых городов и сел, мегаполисов и станиц каждая семья уникальна, каждое достояние великой страны. Конкурс прошел в 10-й раз и доказал: семья – основа России, а будущее – дети. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.